Гастрит сегодня есть у каждого человека. И за это придется заплатить. Дорого? Тот фактор, который вызывает рак желудка в первую очередь. Почему гастрит бич нашего общества? Гастрит, он никогда не болит. Никогда не болит. То есть то, что болит, это точно не гастрит. Вы меня сейчас удивили, я извиняюсь. Никакая еда не вызывает ни гастрит, ни язву. Какой он внутренний мир человека? То, чего еще раньше не было. Это стало модным. Пойдешь на эндоскопию, и я тебя накажу этим. Это точно нет. Это то, чем не нужно заниматься в принципе. Селям алейкум. Сегодня у нас в гостях профессиональный и семейный тандем, гастроэнтеролог и эндоскопист Юсуф и Линие Якубовы. Селям алейкум, хош келдиныз. Линие ханум, гастрит сегодня называют бичом нашего общества. Почему? Почему гастрит бич нашего общества? Что это такое? И какие у него симптомы? На самом деле тема гастрита на данный момент максимально актуальная, потому что ни один прием гастроэнтеролога скорее не обходится без пациента с гастритом. Об эндоскопистах я вообще молчу, потому что это те доктора, которые диагностируют, да, этот диагноз гастрит в том числе. Поэтому хотелось бы подробнее сказать о том, что это такое. Гастрит – это заболевание слизистой оболочки желудка. И хочу сказать о том, что слизистая оболочка желудка, она не имеет нервных окончаний. Поэтому, когда пациенты приходят на прием и говорят, я там что-то вчера поел, и сейчас у меня болит в области желудка, у меня, наверное, гастрит. Хочу сказать о том, что гастрит, он никогда не болит. Никогда не болит. То есть то, что болит, это точно не гастрит. Да, конечно, бывают заболевания желудка, которые протекают параллельно, да, с гастритом, либо параллельно тогда, когда есть боль, которая может быть вызвана другой патологией, да, плюс гастрит. Но мы должны помнить о том, что гастрит никогда не болит. Вот. А есть специфические... Вы меня сейчас удивили, я извиняюсь, конечно, но гастрит никогда не болит. Есть, конечно, некоторые симптомы, которые могут говорить о том, что скорее у пациента есть гастрит. Вот. Это в виде тяжести в области желудка, да. Может быть изжога, например, кто-то говорит, там повышенная кислотность у меня. Вот. Но, как правило, это не совсем специфические симптомы для гастрита. Вот, поэтому хочу сказать, что, ну и, конечно же, мы должны понимать о том, что гастриты бывают в принципе разные. Гастрит – это очень обобщенное понятие. Вот, поэтому, да, гастрит не болит. Если гастрит не болит, у нас тут полно мастеров, которые, да, сами себе диагнозы ставят. И как определить, что гастрит у человека, вы направляете к эндоскописту, верно? Конечно. Юсуф, следующий вопрос к вам. Какие виды эндоскопии существуют, какая самая безболезненная и как они вообще проводятся? И достаточно ли сделать ФГС, да, ФГДС или ФГС, как это правильно называется, либо же вы направляете уже на полное комплексное обследование, колоноскопия плюс ФГДС? Когда и в каких случаях? Селям алейкум, да. Эндоскопия – это тот вид медицинской помощи, который помогает определить проблемы с желудочно-кишечным трактом, и, конечно, мы всегда приходим на помощь гастроэнтерологам, потому что именно мы можем дать те нужные ответы и пациенту, и врачу о том, какие проблемы нужно будет лечить. Потому что лечить так, как мы привыкли с помощью таблетки, например, омеза, это совсем несовременно, это совсем неправильно, и теперь на сегодняшний день есть реальные доказательства того, что не всегда и не только одной таблеткой нужно лечить эти болезни. Вообще эндоскопия – это метод диагностики, который дает возможность увидеть весь желудочно-кишечный тракт, а когда мы говорим о гастрите, то это осмотр желудка. Желудок можно осматривать по-разному. Вот как вас удивила Линия по поводу того, что гастрит не болит, и эндоскопию можно проводить по-разному. Мы наверняка слышали о том, и вы, и ваши друзья, и близкие, мы всегда используем в качестве страшилок то, что вот пойдешь на эндоскопию, и я тебя накажу этим. Но сегодня современная эндоскопия – это совсем не то. Эндоскопия, которую выполняем мы, я работаю в Центре экспертной эндоскопии, мы ее делаем так, чтобы пациенту было, во-первых, не больно. И вообще эндоскопия – это не болит, это не про боль точно. Это про эффективное исследование, которое нужно. Мы же не думаем о том, когда что-то заболит зубом, пойду я к стоматологу или нет. Мы идем туда. Мы обращаемся к врачам в тот момент, когда в этом есть необходимость. Поэтому, когда стоит вопрос о том, делать эндоскопию или нет, конечно же, ее нужно делать. Но нужно понимать
что она бывает разной. Какой он внутренний мир человека? Вот очень интересная у вас профессия. Вы каждый день заглядываете, в прямом смысле, внутрь человеку, да? Да. Какой он? Что вы там можете увидеть помимо гастрита? Внутренний мир человека действительно очень многогранный, красивый. Он на самом деле красивый. Это не то, что мы воображаем, когда думаем, что вот что-то там будет страшное. Когда мы осматриваем внутренний мир, мы получаем всегда удовольствие. Я это всегда получаю. То оборудование, которое мы сегодня используем, оно дает настолько качественную картинку, что каждый раз, когда видишь какой-то отдел, ты думаешь, наблюдаешь, смотришь, проходит минута и думаешь, так, стоп. Мы тут ради того, чтобы помочь пациенту. Зависаете, да? Даже, да, можно бывают такие картинки, которые нравятся всем. И когда мы, к примеру, проходим в тонкую кишку, она всегда очень эффектно выглядит, она бархатистая, с ворсинками. Мы всегда вот смотрим и думаем, как же это красиво. Если все-таки гастрит и диагноз поставлен, эндоскопист подтвердил, то как его лечить? Если все-таки эндоскопист увидел признаки гастрита, взял положенное количество биопсий, отправил морфологу, морфолог в том числе уже точно ставит, что это гастрит, то, конечно, данное состояние подлежит лечению либо наблюдению. Тут, конечно, в зависимости, опять-таки, от того, какой это гастрит бывает. Вот. Чаще всего встречается хеликобактерный гастрит. То есть это тогда, когда бактерия обитает в желудке у человека. Еще из распространенных видов гастрита есть аутоиммунный гастрит, есть гастрит, который вызван именно приемом лекарственных препаратов, это могут быть обезболивающие препараты, это могут быть системные гормоны, это могут быть кроверазжижающие препараты. То есть тут мы смотрим в зависимости от активности процесса и от того, какой все-таки это гастрит. Потому что есть виды гастрита, которые, к сожалению, не подлежат лечению, и в таком случае мы просто поддерживаем состояние пациента определенными методиками. Вот. Поэтому, если говорить кратко о лечении, то тут нужно понимать, какая активность процесса и какой все-таки гастрит. О бактериях хеликобактер информации много везде. Они говорят, сейчас в последнее время это стало модным. Правда ли, что она есть у всех? И все-таки нужно ли ее лечить или нет? На самом деле это одна из моих прям самых любимых тем о хеликобактере, потому что об этом говорит весь мир. Поэтому на этот счет мифов на самом деле тоже очень много. Когда приходят пациенты и говорят, зачем мне лечить хеликобактер, либо мне кто-то там сказал из соседей, что мне надо лечить хеликобактер, он есть у всех. Вот. К сожалению, тут у меня настроение немного меняется, и я начинаю активно говорить о том, что это, для чего это нужно. Бактерия хеликобактер есть не у всех. Так сложилось, что она есть не у всех. Кто-то заражен, кто-то не заражен. Вот. Что такое бактерия хеликобактер? Это та бактерия, которая обитает в желудке. Мы должны понимать, что это бактерия, которая является канцерогеном первого типа. То есть это тот фактор, который вызывает рак желудка в первую очередь. Вот именно поэтому о ней сейчас говорит весь мир, в принципе. Много консенсусов, много положений по этому поводу, но почему-то до сих пор такой суперпрофилактики ее нет. Мы, как гастроэнтерологи, терапевты, мы стараемся заниматься этим вопросом активно для того, чтобы пациент прошел своевременно лечение. Вот пришел пациент, мы понимаем, что у него есть хеликобактер, мы назначаем его в обязательном порядке лечения. Мы его лечим вне зависимости вообще от каких-то его убеждений и так далее. Мы обязаны это сделать. Конечно, есть состояния, которые требуют, которые требуют того, чтобы мы немного отложили лечение. Например, какие-то сопутствующие заболевания, и мы не можем в данный момент назначить ему данную терапию. Мы можем это отложить на месяц и так далее. Но в любом случае мы обязательно лечим пациента, если хеликобактер у него есть. После лечения мы проверяем, излечился он или нет. Если не излечился, такое тоже, к сожалению, бывает, мы его долечиваем дальше. Вот по поводу долечился, излечился. Есть у меня один знакомый, которому подтвердили, что есть эта бактерия. Он пропивает, проходит курс лечения. Вроде бы как хеликобактер исчезает, но через время он у него появляется снова. То есть эта бактерия навсегда не уходит, получается? Она остается с человеком, либо либо он повторно заражается ею. Это что? Это заразно, это не заразно, либо это... Как это Нет, работает? На самом деле риски повторного заражения, они крайне низкие. Скорее всего, тест, которым он проверялся, был либо неэффективен, либо с неточной доказанностью. То есть тут мы тоже должны понимать, что для того, чтобы определить наличие хеликобактера в организме, есть специфические тесты. Какие-то из них признаны миром, какие-то не признаны миром, но они все равно имеют место все быть вокруг нас. Поэтому... А можно ли определить, есть ли хеликобактер
хеликобактер, не идя к эндоскописту, например? Конечно. И Это так часто кровь, мы делаем. кал, что это? А если пациент первично не лечился от хеликобактера, то правомочно сдать кровь. Но, к сожалению, специфичность и чувствительность у данного метода не совсем высокая. Поэтому в данном случае подходит дыхательный тест. Он самый специфичный, самый чувствительный на данный момент во всем мире, в принципе. Дыхательный тест? Он Да. есть во всех лабораториях? Практически, да. Доступен практически в каждой лаборатории. К сожалению, в систему ОМС он не включен, что очень затрудняет нашу диагностику для пациентов, которые, например, уже когда-то лечились от хеликобактера, либо мы понимаем, что кровь – это не самый идеальный метод, да, для его подтверждения, поэтому в этом плане нам немного сложно. Многие не идут после гастроэнтеролога на диагностику к эндоскописту, объясняя это тем, что дорого. Да, возможно, это не дешевая на сегодняшний день процедура. Скажите, действительно ли это так дорого? Дорого до определенного момента, пока не перестанет, когда не станет болеть настолько, когда уже скажешь: все, теперь я с сегодняшнего дня точно иду и занимаюсь своим здоровьем. Мы всегда тянем. Если процедуру выполнять в частной клинике, за это придется заплатить. Но мы платим каждый день в магазинах. Мы каждый день, как только нам звонят друзья, едем вместе с ними, посещаем рестораны, заказываем блюда, дарим дорогие подарки. Иногда они не стоят на первом месте. Иногда здоровье твоего близкого намного будет важнее оценить. Ну и о своем здоровье тоже не стоит забывать, и ему тоже уделять некоторое время. Линия Ханым, правда ли, что питание играет большую роль при возникновении гастрита или язвенной болезни? Тут тоже бы хотела развеять такие некие мифы, потому что, опять-таки, у нас много пациентов, которые говорят, что я что-то там поел, но вообще у меня с детства гастрит, но я сейчас питаюсь вроде бы правильно, а когда спрашиваешь, а что вы кушаете, что значит питаться правильно, да, они говорят, я там не ем чипсы, фастфуд и так далее, то есть газировки не пью, и они считают, что это правильное питание, хотя питание там один раз в день, либо 2 раза в день, это тоже неприемлемо. Поэтому хочу сказать о том, что никакая еда не вызывает ни гастрит, ни язву. На этот счет очень много было когда-то рассуждений, но все равно пришли к тому, что не может еда повредить именно слизистую оболочку желудка. Нет, не вызывает еда ни гастрит, ни язву. Вы сегодня продолжаете меня удивлять. Скажите, полезен ли голод для желудочно-кишечного тракта? Вот то, что называют лечебным голоданием на сегодняшний день. Что это и как это правильно делать, если это на самом деле полезно? Потому что многие из моего окружения считают, что 4 дня не поесть, попить воду, кофе, чай, заесть медом, когда хочется очень сильно кушать или там теряешь уже сознание, то это полезно для желудочно-кишечного тракта. Что такое лечебное голодание и действительно ли оно существует? И действительно ли оно так полезно для организма? Но тут мы должны говорить о том, что есть именно лечебное голодание, действительно есть такие центры, есть целые институты, в которых это практикуют, это имеет место быть. Но там пациенты находятся 24/7 под присмотром докторов. То есть это специфические центры, в которых есть узконаправленные специалисты, которые занимаются конкретно лечебным питанием. Если мы говорим с вами о домашних условиях, да, голода, конечно же, это неприемлемо, потому что сейчас масса и уйма, в принципе, диет, тогда, когда пациенты пытаются исключить либо просто белок, либо они исключают просто сахар, либо они сидят какой-то один день на разгрузочном дне, пьют только кефир, либо пьют только воду, а потом проходит там 2-3 дня после разгрузочной диеты, и они начинают питаться так, как они питались до этого. То есть, конечно, для организма это колоссальный стресс. Если мы говорим с вами о голоде в домашних условиях, это точно нет. Это то, чем не нужно заниматься в принципе. Мы должны питаться всегда правильно, рационально, сбалансированно. Наши приемы пищи должны включать все микроэлементы, которые, в принципе, нашему организму требуются. Это обычные стандартные белки, жиры, углеводы, которые мы потребляем и должны потреблять минимум 3, а то и 4 раза в сутки. То есть это будет нормальным, рациональным, сбалансированным питанием. Это то, что может провоцировать, наоборот, заболевания желчного пузыря, поджелудочной железы, желудка. Желудка в том смысле, что не будет гастрит, а в том, что будет нарушена функция органа. И тогда это может вызывать боль.
которые пациенты могут принимать за гастрит. Это называется функциональной диспепсией. Тогда, конечно, такое может быть. Юсуфби, есть ли что-то новое и инновационное в современной эндоскопии? И есть ли это в Крыму? Да, это в Крыму тоже есть. И эндоскопия современная, она совсем рядом. Теперь эта эндоскопия у нас в Крыму есть. И я сейчас говорю о методике, которая называется эндоузи. Эндоузи – это что-то универсальное, это уникальное. Это то, чего еще раньше не было, и представлено оно в нашем Крыму уже. Что это такое? Мы знаем, что такое эндоскопия. Это процедура осмотра желудочно-кишечного тракта. УЗИ тоже для всех известно. Но комбинацию мало кто слышал. Мы выполняем исследование, которое включает в себя осмотр желудка, пищевода, 12-перстной кишки. Но на конце эндоскопа есть еще УЗИ-датчик. Он точно так же проводится через ротовое отверстие. Мы осматриваем ту зону, которая представляет интерес, и определяемся, есть те предположения, с которыми пришел к нам пациент, есть ранние формы заболевания, мы говорим об опухолях, конечно же, или их нет. Эндоузи – это универсальный метод, который может профилактировать ранние формы злокачественных новообразований поджелудочной железы. То в 70% случаев обнаружения новообразований, которые имеют размеры до 2 см, это эндоузи. А в этом же случае МРТ может дать только всего лишь 30% положительный результат. Конечно, для профилактики заболеваний это нужно. Также мы можем увидеть подслизистые новообразования желудка, пищевода, 12-перстной кишки, увидеть заболевания, которые скрыты от глаза, те, которые раньше были для диагностики недоступны. Сегодня они доступны у нас. И я это делаю, мы работаем и получаем результаты. В скором времени в Крыму появится еще один универсальный и раньше не представленный в Крыму, да и вообще в целом в стране он есть только в нескольких городах, крупных учреждениях, это эндоцитоскоп. Это эндоскоп, который дает возможность увидеть слизистую оболочку под увеличением в 520 крат. 520 крат – это намного больше, чем то, что смотрят под микроскопом доктора-гистологи. 520 крат – это дает возможность увидеть во время осмотра не только клетку, которую мы уже видим, а еще и то, что творится внутри клетки. Мы видим ядра, активное деление этих ядер, и на основании этого мы можем понять, есть какой-то ранний процесс, который только зародился, тот, который находится в одной, в двух клетках, и уже предупредить развитие грозных заболеваний. Не дожидаться тогда, когда рак проявится и на МРТ, и на УЗИ, и на КТ, и на других методах, когда уже даст симптомы, а увидеть их на самом мельчайшем уровне и заранее предупредить и решить с ним вопрос в ходе этого же исследования. Вот это то, что уже сейчас нам будет доступно. Здорово. Линия Ханым, сейчас хочется попросить вас дать некоторые советы по профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта. Как не довести себя, да, до состояния, когда уже совсем плохо? Я бы хотела начать скорее с самого банального, да, это с питания. К сожалению, так сложилось, что мы питаемся не так, как положено. Большая часть населения питается ввиду того, что ввиду загруженности, работы и так далее, не так, как нужно, не так сбалансировано. Хотя, если мы с вами говорим о правильном питании, это не что-то сверх какие-то продукты, да, то есть это обычные продукты, которые есть, в принципе, в каждой кухне, и они максимально доступны. Поэтому мы всегда начинаем с правильного питания. Есть куча примеров, когда пациенты с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, либо с сопутствующими заболеваниями, кардиологическими и так далее, улучшают самочувствие на фоне просто питания. Это, и у меня такие пациенты есть на самом деле, я таких пациентов веду. Поэтому, если мы говорим о профилактике, первое, чем мы должны заниматься, это своим питанием. Это должно быть рациональное питание, с утра завтрак, перекус, как минимум, да, обед и ужин. Если соблюдать 3 приема пищи, это уже будет отлично. Соблюдать 4-5 тоже можно, и это будет еще лучше. Также хотелось бы сказать и отметить о том, что все, как правило, пациенты идут к докторам тогда, когда что-то болит. Ко мне приходят, как правило, тоже большая часть таких пациентов, и когда
они приходят ко мне на прием, они заведомо уже, сами понимают и говорят о том, что, скорее всего, мне надо сделать гастроскопию, да, но я вообще всегда ее боялась делать, и вот сейчас понимаю, что, скорее всего, придется. Вы же назначите мне ее? Да, я ее назначаю, потому что у пациента есть жалобы. Так вот, даже вне зависимости от наличия жалоб, если даже их нет, таких пациентов тоже много, когда наступает возраст 35 лет, необходимо провести гастроскопию в плановом порядке. То есть это согласно стандартам. Но это не просто должна быть эндоскопия путем того, чтобы эндоскопист зашел, там что-то там поделал и вышел. То есть это должна быть эндоскопия экспертного уровня. Тогда, когда эндоскопист осматривает так, как положено, берет биопсию, отправляет морфологу. Для нас, для гастроэнтерологов, это крайне важно. И я всегда на этом делаю большой акцент, потому что от этого зависит тактика дальнейшего лечения. Если, конечно, у пациента уже есть какие-то заболевания, с которыми он пришел, которые на стадии неизлечения, то, конечно, мы уже занимаемся профилактикой осложнения этого заболевания. Вот. Так что своевременное выполнение гастроскопии, о чекапах все знают, что нужно сдавать каждый год анализы, делать УЗИ, мало кто соблюдает, но, по крайней мере, это везде пропагандируется. О гастроскопии мало кто знает, поэтому каждому пациенту, вне зависимости от того, с какой причиной он ко мне пришел, согласно его возрасту, я говорю те рекомендации, которые он должен был уже выполнить на этот момент. Вопрос страха. Наверняка у вас случались моменты, когда пациент уже на месте, уже готов к гастроскопии, либо колоноскопии. Он говорит, все, я не пойду. Встает и уходит. Мне хочется попросить вас подобрать слова для людей, которые тянут до последнего с обследованиями. Насколько это важно и насколько это нужно, дабы жить нормальную жизнь и не пропустить что-то серьезное. Основная задача эндоскописта, который выполняет свою процедуру, это найти самые-самые ранние формы злокачественного роста. Для чего это нужно? Сейчас в мире рак желудочного тракта находится на втором месте по активности и по распространенности. По причинам смерти он тоже в 3 ступенях. Это очень активная процедура, очень активный рост. Это проблема, которая сегодня есть. И всегда стоит вопрос, как ее не допустить. Мы всегда себя как-то выгораживаем от идеи того, что, наверное, это все-таки нас не коснется, у меня ничего не болит, да и зачем мне вообще это нужно? Как можно не допустить появления рака? Нужно сделать эндоскопию, нужно сделать гастроскопию, нужно сделать колоноскопию и поставить на этом точку. Если ее не делать, можно тянуть сколько угодно. Рак не болит, он и не будет болеть никогда. Он болит только тогда, когда уже есть распространенные очаги метастазов, когда другие органы начали о себе давать знать. А тот рак, который только-только начался, он никогда не будет о себе никаким образом заявлять. И только выполнив качественную гастроскопию, проведя правильную колоноскопию, если получить правильные ответы, то тогда можно ее профилактировать. Çok sağ olunuz. Сегодня мы узнали о том, что гастрит не болит, продукты не вызывают гастрит и язву, и эндоскопические исследования не могут длиться 1 минуту. Берегите себя, будьте здоровы, не пренебрегайте обследованиями и походами к врачу вовремя.